детстве любили сказки. Истории про волшебные сапоги-скороходы, джина, исполняющего желания, или скатерть-самобранку, которая в любой момент могла угостить своего обладателя вкуснейшими блюдами. Во взрослом возрасте азарт к волшебным историям, увы, пропадает. Однако чудес все-таки хочется. Узнать об удивительном и добром всегда можно в нашей программе. Студия 11 собрала для вас множество увлекательных историй. Давайте уже оторвемся от реальности и перенесемся в мир телеприключений. Чемпионат профмастерства. Кто представляет нашу республику на Обилимпиксе? Место силы среди книжных стеллажей. Экскурсия по обновленной библиотеке. Девушки, которые не боятся лишнего веса. Тяжелоатлетка из Коми завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях. Сегодня в Москве завершается национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограничениями по здоровью «Обилимпикс». Нашу республику на соревнованиях представляют 2 сыктывкарских студента. Они стали лидерами подготовительного этапа, который проходил в Коми сразу на 5 площадках. Девиз «Обилимпикса» в этом году «Вместе сильнее». Ребята с инвалидностью со всей страны выступают в 40 компетенциях – от медицины и промышленности до сферы услуг и индустрии красоты. Несколько лет уже чемпионат Обилимпикс проводился из-за ковидных мероприятий в дистанционном формате. И получалось так, что ни наставники, ни участники не могли показать в полном объеме свои навыки, то, что они умеют, показать и сравнить их с теми, которые представляют участники из других регионов, лучшие из лучших. Андрей Мамонтов, студент политехнического техникума, выступает в категории «Сборка-разборка электронного оборудования», а студентка колледжа сервиса и связи Диана Руснак в компетенции «Прикладная эстетика». В первое раз испытание было, конечно, волнение было. Первый раз и участвовала. Но потом потихоньку я привыкла, и у меня все получалось. Сейчас я готовлюсь и поеду в Москву, постараюсь его победить. И это Педагоги стараются мне помочь, что не надо бояться, идти только вперед, и все получится. Я хочу просто показать им, что я способна. О том, каких результатов добились наши ребята, мы обязательно расскажем вам в следующих выпусках. Ну а пока мы желаем нашим профессионалам удачи! Вы давно были в библиотеке? Очень советуем сходить. Сегодня по всей республике книгохранилища преобразились. Теперь это не просто место, где можно почитать литературные новинки, а место силы, как говорят сами библиотекари. В чем она заключается, узнала Виктория Палкина. Ярко, удобно, мобильно. Так сегодня выглядят многие библиотеки республики после ремонта. В сыктывкарском поселке Краснозатонский теперь есть своя территория и для взрослых, и для детей. Здесь настольные игры, кинетическая песочница, путешествия в виртуальных очках. И, конечно, много литературных новинок. Все для самых активных читателей. Самый активный возраст какой читающих, ваших читателей? Наверное, детки. Детки. Какой класс? Начальная школа? Потом теряются Начальная они? школа обязательно, средний возраст тоже. Очень посложнее с подростками. Но мы стараемся сейчас играми, хотя бы, как говорится, они могут провести время не где-то на улице, а у нас. В библиотеке Карткировского села Маджа книжный фонд намного скромнее, чуть больше 5000 изданий. Но и взрослые читатели находят себе книги, и юные сельчане. Дети у нас читают сказки про животных, рассказы тоже им нравятся, журналы они берут. Особенно новенькие журнальчики им нужны всегда. Сегодня в Мадже живет 350 человек. 251 записаны в библиотеку. Это почти 80% всего населения. А значит, Маджа может претендовать на звание самого читающего села нашей республики.
продолжают радовать нас своими медалями спортсмены из Коми. Не так давно в Минске на международных соревнованиях по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет выступила воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва номер 2, мастер спорта Мария Андреева. Она завоевала серебряную медаль, проиграв всего 1 килограмм спортсменке из Северной Осетии Мадине Келесхаевой. Как прошел турнир и довольна ли своим результатом наша спортсменка, узнал Северин Арпа. Мария, скажи, пожалуйста, ты сама довольна тем результатом, который сейчас у тебя получился? Серебряная медаль, все-таки буквально килограмма не хватило, но, наверное, было все равно тяжело. Но я думаю, любым результатом на 100% невозможно быть довольной, потому что есть куда расти, есть к чему стремиться, стараться. А этим результатом я, откровенно говоря, недовольна, потому что не все получилось реализовать, что мы планировали. Подготовка была легкая, и на тренировках мне все давалось, все хорошо получалось. Я даже почти не роняла. Расскажи, пожалуйста, кто были твоими соперницами, насколько сложно было бороться и чего вот не хватило на твой взгляд? Соперницами была наша российская спортсменка, девочка из Северной Осетии, Мадина Келесхаева. С Мадиной Келесхаевой мы в этом году встречались на помосте 3 раза, и я везде стала 2-я. Я не знаю, может, банально какой-то неудачи, потому что, мне кажется, по результатам тренировок я была везде сильнее. Может быть, какого-то настроя морального не хватило. Как вообще оцениваешь в целом атмосферу прошедших соревнований и как принимала Белоруссия? Атмосфера соревнований была в целом легкая. Все было так весело, добро, как на домашних соревнованиях. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в тяжелую атлетику? Кто был тем, кто тебя привел? Или, может быть, ты посмотрела и сама захотела? Я пришла в тяжелую атлетику в 9 лет. Меня привели родители. До этого я занималась 1,5 года плаванием профессионально. А родители привели, потому что это у нас семейный спорт, можно сказать. У меня отец мастер спорта, тетя мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, дедушка у меня рекордсмен мира 3-кратный и обладатель Кубка Дружбы 2-кратный. И брат у меня тоже мастер спорта по тяжелой атлетике, он всегда меня поддерживает и болеет за меня на соревнованиях. Кто помогает достигать результатов? Кто в этот раз помогал на выезде вообще? В первую очередь помогал мой тренер. Он меня всегда поддерживает. Каким бы ни был результат соревнований, он никогда от меня не отворачивается. Мы с ним уже, можно сказать, как большие такие друзья. И я очень рада, что такой человек есть в моей жизни. Хочу поблагодарить министра спорта Карину Наталью Викторовну за то, что она тоже нас поддерживает, всячески сопутствует тому, чтобы наш спорт развивался. Хочу поблагодарить руководство нашей спортшколы СШОР номер 2. Тоже очень нам всем помогает и способствует повышению нашего результата. И хотелось бы поблагодарить весь тренерский состав сборной России за то, что тоже очень грамотное сопровождение на соревнованиях и на сборах было. И очень хорошо вели нас к этим соревнованиям. Скажи, пожалуйста, что тебя вот привлекает в этом виде спорта? Все-таки вот, наверное, кто-то посмотрит, скажет, это не женское дело. Почему там не лыжи там? Допустим, на лыжах, понятно, ты бежишь там за секунды борешься. Здесь, наверное, идет борьба за килограммы. И вообще вот какой-то драйв есть в этом моменте? Так каковой драйв уже давно прошел, потому что я 12 лет занимаюсь, уже как-то все спокойно. Мне нравятся в этом виде спорта те люди, с которыми я познакомилась за время, что я им занимаюсь. То, что я езжу во всякие новые города, страны, и всегда что-то для себя новое открываю. На тренировке у меня очень много друзей. Это, можно сказать, моя 2-я семья, мой 2-й дом. Не знаю, тем самым я реализовываю себя, когда какие-то победы получаю. Очень много всего узнаю. Очень самостоятельной стала за время в этом спорте проведенном. Это все плюсы. Характер у меня более закаленный стал морально. Это тоже все влияет. И в заключение скажи, пожалуйста, еще. Мы знаем, что это не твоя не первая и не последняя награда, и были награды гораздо высшего достоинства. Вот какие награды были? Я в том году выиграла первенство Европы до 20 лет. Чемпионат России я выиграла с рекордом России в том году. В 2018 году я стала 3-й на первенстве Европы до 20 лет, а еще была тогда до 18 лет выступала. Ну что, мы поздравляем тебя с этой медалью. Желаем, действительно, чтобы она была только очередной, и что впереди были только золотые.
От вас, как от тренера, хочется услышать какие-то общие слова о соревнованиях. Как приняли, как оцениваете выступления наших девчонок? У нас команда выступила очень замечательно от России. 5 золотых, 4 серебряных и 1 четвертое место. И, то есть все довольны, Москва довольна, как бы мы довольны, весь тренерский состав. Очень хорошо встретили нас белорусы. Маша хорошо выступила. 1 килограмм, ничего страшного. То есть это ее соперница, с которой они все время борются, занимаются на соседних помостах, когда на сборах. Следующий старт у нас будет Кубок России, который пройдет в конце января, в начале февраля. В Старом Осколе должен быть. Готовимся туда побеждать. Ну тогда желаем побед. Спасибо. Спасибо вам большое. Французские ученые провели эксперимент над кошками. Целью было понять, насколько хорошо усатые и полосатые могут отличить голос хозяина от голоса незнакомца. В эксперименте приняли участие 16 домашних кошек. Им включали заранее записанные фразы. Когда из динамиков доносился голос хозяина, пушистые существа проявляли повышенную активность, поворачивая уши к колонкам. А при прослушивании тех же предложений, сказанных незнакомцами, животные оставались незаинтересованными. Вот такие кошки, оказывается, разумные существа. Любят своих хозяев и с другими общаться не особо-то и желают. А еще они бывают непревзойденными помощниками при создании музыкальных хитов. Следующий ролик тому подтверждение. So I say, hey, looka, 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 please go away, looka, 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 hey, hey. I don't know what to do, I don't know what to say. So I say, hey, looka, 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 please go away, looka, 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 hey, hey. Плавно мы подошли к экватору нашей программы. Студия 11 вернется на ваши экраны через пару мгновений. Не переключайтесь. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». И нам не терпится начать вторую часть этого выпуска. Позитивные сюжеты и интересные интервью наготове. Поехали! Частный дом – большая ответственность. Как оформить право собственности на недвижимость? Холод спорту – не помеха. О беге зимой расскажет спортсменка. Жизнь в загородном доме – мечта многих людей. Все-таки имеешь свой участок, не приходится делить жилье с соседями, лицезреешь красоту природы и наслаждаешься отсутствием городского шума. Однако, имея такое жилье, важно помнить об оформлении права собственности, о чем часто забывают владельцы дачных домиков. Что грозит таким забывчивым владельцам и как оформить право максимально быстро, расскажет руководитель управления Росреестра по Коми Елена Валерьевна Величко. Елена Валерьевна, здравствуйте. Добрый день.
В начале нашего разговора хотелось бы напомнить телезрителям, что же такое дачная амнистия. Это так называемый упрощенный порядок регистрации прав на объекты недвижимости, но не на всю недвижимость, а только на отдельные виды. В частности, она относится к садовым и дачным домам, к индивидуальным жилым домам и к гаражам. А также туда можно отнести земельные участки, предназначенные для размещения этих объектов. Актуальность ее на сегодня какая? То есть сроки? Учитывая, что законодательство о дачной амнистии продлевали несколько раз, и сегодня ее отсекательная дата – это 2031 год, конечно, мы говорим о востребованности такого упрощенного порядка среди населения. Кроме этого, возможность зарегистрировать дом, она предполагает возможность на юридических основаниях пользоваться этим домом. То есть человек, оформив права, может его свободно продать, подарить, завещать своим детям, может заложить банку, чтобы получить более выгодный кредит. Ну и, конечно же, когда зарегистрированы права и есть документы на руках, уже уменьшаются, а иногда исключаются совсем возможные споры с соседями. Дачная амнистия – это не единственный способ оформить жилье в собственность. Да, действительно так, потому что на сегодня, чтобы оформить индивидуальный жилой дом в собственность, можно выделить два способа. Это дачная амнистия, о которой мы говорим, и так называемый уведомительный порядок. Если дачная амнистия относится уже к ранее построенным и домам, которые уже пользуются гражданами, то уведомительный характер, он предназначен, конечно, для домов, которые строятся сегодня. Какие документы необходимы человеку, чтобы оформить собственность? При дачной амнистии для регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом достаточно представить только документ на земельный участок и технический план на жилой дом, который заказывается кадастровому инженеру. Что касается уведомительного характера, то здесь получается у нас регистрация в несколько этапов, которая начинается с подачи в администрацию того населенного пункта, на территории которого находится дом, уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома, в котором указывается место размещения объекта, указываются права на земельный участок, указываются параметры дома. И в случае, если администрация согласовывает строительство такого объекта, человек строит дом, и по завершении строительства он точно так же подает в администрацию уведомление о завершении строительства. И администрация проверяет, соответствует ли дом построенным параметрам, не нарушает ли он градостроительные нормы и регламенты, то есть, например, размещение объекта от забора или от соседнего участка. Этажность, которая должна обязательно соблюдаться, потому что индивидуальные жилые дома у нас не могут быть выше, чем 3 этажа, не считая подземные и чердачные этажи. И в случае, если администрация согласовывает это строительство, она обязана сама от имени гражданина направить документы для государственной регистрации прав. Но при этом человек должен будет оплатить все-таки государственную пошлину. А какой ее размер? Размер государственной пошлины для регистрации прав на индивидуальные жилые дома составляет 350 рублей. А где получить консультацию по данному вопросу можно? Управлением Росреестра, которое находится у нас практически в каждом районе Республики Коми, у нас есть телефоны для консультаций. График консультаций, все телефоны размещены у нас на официальном сайте Управления Росреестра, который является подсайтом Росреестра, то есть нашего федерального органа. Всегда актуален телефон нашей приемной 28 76 56, где вас проконсультируют о телефонах для консультаций в случае, если вы не нашли эту информацию на сайте, а также сообщат о возможном времени приема. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Ну и, дорогие друзья, живите счастливо в своих домах, но не забывайте их регистрировать. Спасибо. Обязательно. Спасибо. Осень на улице уже поздняя, дороги все чаще оказываются под снегом. Для некоторых это время ассоциируется с закрытием спортивного сезона на улице. Однако есть спортсмены, которые, невзирая на похолодание, продолжают активничать на свежем воздухе. Недавно мой коллега Андрей Кабишев познакомился с бегуньей, которая рассказала о пользе спорта в холодное время года, а также о том, как правильно подготовить себя к забегу по снежным дорожкам.
Вообще любая, мне кажется, тренировка начинается с разминки, и зачастую тренера говорят: побегай, сделай кардио. Да, конечно, согласна. А что такое бег в твоем понимании? Бег – это, ну, если с любительской точки зрения, то это определенная физическая нагрузка, с помощью которой у нас укрепляется сердечно-сосудистая система, дыхательная система. Одни плюсы, друзья, да, бега. Плюс укрепляется опорно-двигательный аппарат. Во время бега у нас мы можем снять нервное напряжение, расслабиться. Да? Мы стройнеем, да, становимся лучше, здоровее. В общем, куча положительных только моментов. Сколько должен быть бег по времени? Такого понятия, что вот ты вышел и должен пробежать там, не знаю, 30 минут, такого нет. Ты должен это... Нет, бегать лучше по времени, но нужно правильно начинать это делать. То есть нет такого, что вот я сегодня решил бегать, и мне надо пробежать 40 минут. Нет, это все, к этому ты должен прийти постепенно. Если у тебя в последнее время у человека не было никакой физической нагрузки, то, конечно, желательно изначально укрепить свои суставы, связки. Пробежал несколько минут, потом прошелся пешочком. Опять пробежал, прошелся пешочком. То есть необходимо постепенно входить в этот режим бега. Юль, давай поговорим про обувь. Вот какая должна быть обувь? Ну, если мы говорим про сезон осень-зима, то очень важно, чтобы обувь была с гортексом. То есть это материал, который не пропускает воду, который сохраняет тепло и ваши ноги сухими. Еще желательно, чтобы был протектор. Такая подошва, которая позволяет не скользить, быть более устойчивым на вот такой, скажем, снежной, скользкой поверхности. Затем у нас идет, например, осенью, когда еще не зима, можно одеть просто флисовую кофту или просто ветровку. А зимой уже у нас 3 слоя. Это термобелье, флисовая кофта и, соответственно, ветровка. Обязательно перчатки, шапочка либо повязка. Юль, а вот давай поговорим про технику. Какая должна быть техника при беге? Техника бега, так скажем. Есть вообще, скажем так, несколько техник бега. То есть... Любители в основном бегают с пятки. Это так называемое втыкание пяткой в поверхность. Сначала пятка. Да. То есть называется это бег от шага. То есть вот так, как мы ходим, так же люди потом и бегут. Есть бег на стопе. Это бегают профессионалы. И считается, что эта техника более правильная и менее травматичная. Сколько раз в неделю ты бегаешь, Юль? Ну, в среднем 4-5 раз в неделю. Ну, много. Ну, да. В зале бегаешь или на улице? Преимущественно на улице. Почему? Ну, потому что настоящие бегуны, да, они не признают дорожку и используют ее только в крайних случаях, потому что, ну, ничего не сравнится с природой. Друзья, я замерз. Я знаю, что когда ты бегаешь, тело согревается, и ты не мерзнешь. Побежали? Да, побежали. Давай, пойдем. Юль, как, я правильно бегу? Ну, вот ты как раз бежишь техникой бега от шага. То есть у тебя пятка первая соприкасается с поверхностью. То есть правильно? Или нет? Мы должны вставать на стопу. То есть... Как это? С поверхностью у тебя должна касаться вот эта часть стопы. Не пятка первая, а передняя часть стопы. Вот так вот, да? Ну, для начала, да. То есть получается? Да. Мне кажется, да. я как цапля сейчас просто бегу. Это такое ощущение, пока ты не привыкнешь к этой технике бега, это нормально. Окажется, берешь и бежишь просто, и все. Да. Юля, а вот какое должно быть у меня положение корпуса тела? И должен ли я себе, так знаешь, как лыжник помогать руками, да? Нет, у тебя корпус, в принципе, должен находиться прямо. Может быть, чуть-чуть наклонен вперед, чуть-чуть совсем. Да, руки согнуты в локтях, прижаты к телу и работают просто по инерции. Никаких усилий дополнительными руками создавать не надо. Друзья, немедленно вставайте со своего дивана и вперед в лес, бегать, дышать, да, бегать. Спасибо, Юль, тебе огромное за тренировку. Объяснила все доходчиво, все понятно. У меня есть желание, появилось желание бегать. Не только во сне, но и наяву. Спасибо огромное. Спасибо. На этом у нас все. Меня зовут Евгения Кладкевич, и я была рада провести с вами эти полчаса. Позитивного вам продолжения дня. Увидимся в этой же студии уже завтра. Пока-пока.